Добрый день, Башкирия, 12 часов. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. А наш сегодняшний гость – политтехнолог, автор канала «Открытая политика» Андрей Потылицын. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый день. Ставьте лайки, делитесь трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании трансляции есть ссылка на соответствующие сервисы, а в Google трансляции вы видите ползунок по донатам. Давайте чуть попозже поговорим о юбилее и выборах. Все-таки хочется затронуть приключения Павла Дурова во Франции. Только что, как сообщает «Коммерсант», Парижский городской суд освободил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро с запретом покидать Францию. Это ли не подарок кремлевской пропаганде? Смотрите, ведь сейчас появились такие уже нарративы. Вот мы тебя же, Паша, предупреждали, возвращайся, давай перевози свою компанию сюда. Ну, ведь так все и получилось. Ведь вышло так. Ну, отчасти это действительно подарок кремлевской пропаганде, потому что достаточно много накопилось упреков в адрес России по части несвободы слова, притеснения СМИ и всяких прочих источников информации. Вдруг кровавый режим Макрона арестовывает, сажает в Бастилию Павла Дурова, светоча свободы слова и независимости интернета и так далее, и так далее. Действительно, это так немножко выглядит. Но я думаю, что это более такой сложный слоеный пирог, то есть причин для задержания и следствия в отношении Дурова, я думаю, что значительно больше, чем одна, во-первых. Во-вторых, мы действительно не обладаем всей полнотой информации. То есть зачастую и в основном информация поступает через французские СМИ, которые, как ни странно, действительно живут в условиях свободы слова и говорят, что хотят. Зачастую такую совершенно лютую чушь. Соответственно, мы не можем сейчас четко определить и понять, в чем дело. Но, насколько мне удалось понять, все-таки подоплека задержания и вот этих разбирательств уголовных дел в отношении Дурова, они лежат строго в плоскости европейских законов. Именно по вот этой хартии интернета, европейский акт об интернете и так далее. То есть претензии к нему действительно существенные. Ни для кого не секрет, что на площадке Телеграма, в этом ресурсе, действительно есть очень много отчетливо криминальных аккаунтов, ресурсов и так далее, и так далее. То есть там и наркотики, и более страшные вещи. И, например, лично я действительно недоумеваю, почему Телеграм регулярно это не вычищает. Андрей Сергеевич, как раз Телеграм это вычищал. И мы видели на примере баймакских событий, когда просто моментально удалялись соответствующие каналы, где люди обменивались информацией. Также мы это видели в событиях в Дагестане, в аэропорту тоже моментально по требованию властей все это удалялось. Так вот, в таком случае мы приходим к выводу, что власти России не требуют, что ли, вычищать магазины наркотиков, которые существуют у нас конкретно в российском сегменте Телеграм. Так, что ли, получается? Получается, что требует. Нет, если они существуют, эти магазины, и совершенно безбедно, и на постоянной основе, значит, никто не требует их уничтожения, а Телеграм сам их не уничтожает. Но это частная история. То есть, я к чему? К тому, что претензий к Дурову, на самом деле, может быть очень много. Может быть, не те 12 пунктов, о которых там перечислены все грехи человеческие. Я уже про 20 слышал. Да, может быть, и 20. Но действительно есть конкретные претензии. Я думаю, что надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события, услышать реальные формулировки судебных претензий, потому что мы слышим сейчас только французские СМИ. ТФ-1 и так далее, и так далее. То есть вы выпустили, обвинили, предъявили, задержали. Это все информация ТФ-1. То есть ни Министерство юстиции, ни судебные официальные пресс-службы пока никаких данных не дали. Вот интересно, он же знал прекрасно, что у него есть ордер, выписанный французской прокуратурой, и он туда сам прилетел. Есть такое мнение, что он прилетел на какую-то сделку, а его прямо в Леборже повязали. Насчет мнений и предположений, о том, что Дуров собирался заключить сделку, Дуров собирался встречаться с Макроном и так далее, это опять все порождение прессы. То есть это наши рассуждалки. Фактической стороны вопроса мы не видим. В таких делах нужно все-таки придерживаться фактических моментов. Это на самом деле полезнее, потому что мы сейчас можем нафантазировать все, что угодно. Там и избиение детей, и там еще прочие какие-то вещи уже всплывать начали, какая-то секретная жена. Все это на самом деле белый шум вокруг реальной истории. А как будет реально развиваться, посмотрим. Потому что, в принципе, претензии французского суда должны быть озвучены, если они вообще появятся. Конспирологические версии тоже существуют. Дуров был в Баку одновременно с Путиным. Что он там делал? На квадроцикле катался? Азербайджан не самая такая интересная страна, чтобы кататься по нему на квадроцикле. Потом он летит в Париж, и тут же его арестовывают буквально на подлете, подписывают ордер. Да? Выглядит действительно забавно и странно.
То есть надо посмотреть, что Не, происходит. орден выдан был еще в марте. Нет, ордер на обыске, да, а вот на задержание был ордер подписан в момент его приземления. Можно ли сейчас сравнивать Павла Дурова с Алексеем Навальным, который, я напомню, что даже при смерти признан террористом-экстремистом? Ну, И тот, безусловно, нельзя. и тот прилетели, зная, что их арестуют. Безусловно, нет. Это абсолютно разные занятия, абсолютно разные цели и задачи. То есть я все-таки придерживаюсь того, что Дуров сначала бизнесмен и человек, зарабатывающий несметные деньги на гениально созданной социальной сети, а потом уже человек, вовлеченный во всякие политические, экономические процессы. То есть сначала это бизнес. У покойного Навального было наоборот. Хотя бы поэтому их нельзя сравнивать. Вот. То есть мало ли кто вернулся, зная, что арестуют. То есть вернулся, зная, что арестуют, например, Ходорковский, тоже признанный иноагентом, террористом, экстремистом. Да, в аэропорту Новосибирска. Да, на всей территории православного мира. То есть, соответственно, мало ли кто так поступал. У людей есть ошибочное представление, например. То есть Ходорковский однозначно не верил в то, что его, например, арестуют, потому что он огромная величина. Тут Путин его просто переиграл. Навальный намеренно вернулся в Россию, зная, что его арестуют. И у него были другие цели и задачи. То есть он считал, что это необходимо. С Дуровым, скорее всего, третья ситуация. То есть это несравнимые вещи, абсолютно несопоставимые персонажи. Угу. Ну вот смотрите, Дуров не выдал ключи Кремлю. Выдаст ли он ключи Елисейскому дворцу? Мы не знаем, выдал или не выдал ли он ключи Кремлю. Начнем с этого. Соответственно, мы не будем знать, передаст ли он эти ключи Елисейскому дворцу. Это все абсолютно закрытая информация, в том смысле, что вы уверены, что ваш аккаунт в Телеграме недоступен для спецслужб? Французских, российских, израильских, исландских, алжирских. Вот вы уверены в этом? Ну, это понятное дело, что никто не может там быть уверен. Хорошо, ну что же, давайте от Павла Дурова пойдем на нашу грешную землю. Уфа готовится отметить юбилей 450-летия уже в эту субботу. И растут прямо на глазах в новостных лентах, прямо растет бюджет, стоимость этих празднований. Я только почитаю «Коммерсант». Прием от имени главы Башкирии на юбилей Уфы обойдется в 8 миллионов рублей. Также выяснилось, что выступление Газманова нет, но на самом деле оно состоится. Также с учетом новых договоров сумма выросла до 68 миллионов рублей. Это бюджет фестиваля «Сердце Евразии». Мероприятие состоится 30-31 августа в амфитеатре возле Конгресс-холла Таратау. Так, дальше мы посмотрим. Пока мы здесь с вами настраивались, садились за этот стол, на юбилейную программу в Уфа-арене еще выделили 10 миллионов рублей. Две закупки стоимостью по 5 миллионов рублей проведены у единственного поставщика и касаются участия в концерте приглашенных артистов и коллективов. А также выступление этногруппы «Зайниддин» обойдется в 350 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма контрактов достигла 19, их общая стоимость 148,4 миллионов рублей. Как мы все эти траты можем объяснить на фоне того, что уже 5-й муниципалитет Башкирии отменил свой день города? Я объясняю это просто. Все эти мероприятия и перенос Дня города с июня на август были заточены под избирательную кампанию Хабирова. Я абсолютно в этом уверен. Но, как говорится, что-то пошло не так. И с деньгами все неславно и прочее. Решили сконцентрироваться в одной точке. То есть решили сконцентрироваться на Уфе. Действительно, около полумиллиарда рублей в целом тратится только на концертную развлекательную деятельность вот в эти дни. Вот если все сложить, там и Таратау, и Уфа-арену, и прочие мелкие мероприятия. Где-то так. То есть это чисто в воздух. Это даже не строительство арки дружбы с Абхазией, и даже не строительство вот этого пресловутого дворца. Это просто вот на воздух, на песни. 500 миллиарда. Колоссальные деньги. Ну, по крайней мере, извините, если соотносить, например, там, с необходимостью ремонта там, 22 снесенных мостов, там, да, подмытых дорог и так далее, и так далее. То есть этих денег точно бы хватило, оперативно их потратить сейчас на это. Да, вообще легко. Еще осталось бы на какой-нибудь праздник на берегу. Но нет, мы их тратим на вот это вот прославление итогов работы Хабирова, начиная с 2018 года. То есть это единственная задача, которая стоит сейчас перед всеми ведомствами, муниципалитетами и так далее. То есть нужно хоть сколько-нибудь показать населению, что вот эти 6 лет прошли не зря. По странному разумению наших властей это делается при помощи не менее дорогостоящих праздников.
Ну, то есть они пытаются масло на масло намазать, да, рассказать, что смотрите, у нас все прекрасно, 500 миллиарда мы выстреливаем в воздух за 2 дня, значит, мы готовы там на все, чтобы показать, как прекрасен и могуч дорогой Ради Фаритович. Вот, собственно, ответ. Это, конечно, безумие, на мой взгляд, абсолютно и финансовое, и социальное, и нравственное, и так далее. Но оно происходит на наших глазах прямо сейчас. Мгм. Хорошо, ну как-то вот странно обострился прокремлевский телеграм-канал Мэш, который начал со вчерашнего дня публиковать такие странные посты, что вот этот дворец борьбы, который, я так понимаю, что главный, так сказать, главный бриллиант в короне празднования вот этого юбилея, он на самом деле не готов. В общем, если с улицы он выглядит как-то, ну, закончено, то внутри там только бетон голый. А сейчас он вообще написал, что на стройке работают дети, по сути, подростки, да, как мы видим, речь идет о какой-то подработке. Ну, на самом деле, я так вижу, что, в принципе, немного готово, немного из юбилейных объектов, что-то готово к открытию. Где ленточку будут резать-то хотя бы? Ну, действительно, из обширного списка, вот если мы не умеем смотреть назад, совсем, да, то есть если посмотреть на планы, которые были оглашены еще 2-3 года назад по поводу празднования юбилея Уфы, там список из десятков объектов. Там и улица Октябрьской революции, пешеходная, Арбат должен был рыдать и биться в конвульсиях зависти и прочее, прочее, прочее. И много всяких других объектов. Реально готов один-единственный. И довольно давно. Это театр кукол. Да, торжественно, с доделками, переделками и добавлениями. Но он был открыт. сдан год назад. Да, он сдан. Вот это единственный случай, в котором удалось что-то сделать неведомо какими средствами. Мы не знаем общей стоимости театра кукол. Я полагаю, что за эти же деньги где-нибудь в Эмиратах построили небоскреб Бурж-Шариф. Но все остальные объекты не готовы от слова совсем. По поводу Дворца борьбы это смешно. Судя по всему, внутрь гостей пускать не будут. Потому что действительно, ну, не только вам и не только Мэш сообщал о том, что там действительно отделочные работы не то чтобы близки к завершению, а даже местами не начато. Арка дружбы с Абхазией. Вы будете смеяться, но она тоже не готова до конца. То есть уж совсем простейший объект, типовой, там, бетон, краска и 2, значит, плохо обритых строителя с ведром бетона. Больше ничего не нужно было, чтобы ее установить. Но кран тоже не готово. То есть настолько вот эта внутренняя коррупция сожрала все эти бюджеты, что они реально не успели вот, даже к отложенному празднику. И сейчас пытаются делать хорошую мину при плохой игре, судя по всему. Да, действительно, бриллиант в короне празднования – это дворец борьбы, но все будет снаружи. На солнышке постоим, попоем, может быть, даже Газманов спляшет прямо на крыльце этого дворца, и потом разъедемся. Вот примерно так. Угу. Я напомню, что грибной канал вынос перенесен на октябрь или ноябрь. Видимо, по первый снег. По первому снегу зимняя гребля будет. Да. Вот. Но все-таки интересно остается, как будут преподносить вот арку сухумскую, с каким соусом. Она к дню города какое имеет отношение, вот действительно? Никакого. Ну, то есть у них любой куст, любой, значит, кусок гранита, более или менее ровно положенный на горизонтальную поверхность, уже праздник и достижение. Так что все неважно. Дело в том, что они прекрасно понимают ту апатию, которая существует внутри населения по поводу вот этих праздников. А с ними переборщили. Праздники у нас по любому поводу. Значит, не, пожертвовали фестивалем игрушек. Ну да, там просто перекинули, видимо, средства, и уже вот совсем не хватало. Пришлось вот все бахнуть на эту скульптуру Салавата Щербакова, которая теперь стоит на фасаде вот этого Дворца борьбы. Древнегреческий бронный, по-моему. Да, у нас местное население очень возмущается этими скульптурами, не меньше, чем теми, которые стоят около кинотеатра «Родина». То есть это вот 300 миллионов, понимаете, отдать за вот эту скульптуру. Да, какие-то безумные деньги. Ну, просто это совершенно на фоне того, что реально творится вокруг, и в стране, и, так сказать, на ее границах, и прочее, прочее. И вот так вот, значит, обеспечивать своих друзей и товарищей какой-то истерики в последний момент, это просто неприлично. Ну, смотрите, я вот почитал недавно паблики городские вот этих городов, там Стерлитамак, Салават, Кумертау. Люди там немножко как бы недовольны. Ведь у них, по сути, срезали всех, скажем, немногочисленные праздники, которые бывают в этих городах. И сейчас они как бы с таким вот обидой, что ли, к уфимцам относятся. То есть мы взрастили такую фронту в муниципалитетах, и теперь люди там, на периферии, они недовольны.
Причем недовольны во всех слоях. Администрации городов недовольны, потому что, ну, они же тоже себе какие-то крошки со стола сметали от этих праздников. Теперь у них даже это забрали. А население, да, привычное к каким-то муниципальным праздникам, у них там действительно праздников немного. И вот раз, значит, отменили. Население тоже, ну, выйти, поплясать там, послушать в гармошку или там какую-нибудь заезжую Бузову было привычно вот там по осени, в конце лета. Да, но я так понимаю, что в деревнях и в малых городах и так выборы напишут. Вот так рассудили в штабе Хабирова. А вот в Уфе нужно показать величие. То есть, ну, такое я не говорю, что это правильный политтехнологический ход. Это отвратительно неправильный политтехнологический ход. У него плохие политтехнологи у Хабирова. Но они так решили. Ну, смотрите, московские БУ трамвая привезли, уже плюс. Это же тоже в копилку. Ну, Достижение. наверное, да. Правда, пока он не ездит. Ну, по поводу этих трамваев специалисты говорили, что на самом деле это, как сказать, чемодан без ручки. Потому что производитель перестал поставлять запчасти. Московская транспортная система, которая действительно, ну, одна из самых лучших в России, очень быстро на это среагировала. Они поняли, что их нельзя, ну, неэффективно. Да, давайте напомним, что это польская песо. Да, и их невозможно эффективно ремонтировать, а значит, эффективно эксплуатировать. То есть тот факт, что Москва отдала их бесплатно, уже о многом говорит. Ну, то есть мы же понимаем, что просто так муниципалитеты ничего не отдадут. Ну, это глупо и правильно. Зачем раздавать хорошие вещи бесплатно направо-налево, если они пригодятся вашим согражданам и жителям? То есть это все тоже, ну, в большей степени пиар. Они какое-то время поездят эти трамваи и встанут у забора. Все. Угу. Ну, как вот эти автобусы Мосгортранса, которые уже 3 года стоят под забором в одном из троллейбусных депо. Да. Я помню, что было там чуть ли не 30 автобусов ЛиАЗ переданы, и до сих пор стоят и не выпущены. Давайте пойдем дальше по повестке. Выборы все-таки. Выборы уже скоро, 6, 7, 8. Кстати, как вам такой ход Радия Хабирова? Он отказался от дебатов, и действительно мы его не видим на дебатах, хотя в прошлые выборы, вспомните, он приехал на телецентр, в студии он принимал участие в дебатах и отвечал на вопросы. Почему же в этом году не стал? Ну, это опять-таки, значит, политтехнологическое решение, во-первых. То есть он, советуясь со своими консультантами и политтехнологами, значит, пришел к такому решению. Но прошлые выборы и его дебаты выглядели достаточно скромно с точки зрения его достижений. Радий Фаритович без бумажки и экспромтом говорит достаточно плохо. Человек, обладающий довольно-таки скудным словарным запасом, как бы примерно 15% терминов сводится к одному слову «история». У него все история. Это история, та история, здесь история и так далее. Ну, он совершенно обоснованный, на мой взгляд, правильно опасается публичного экспромта. Можно наговорить что-нибудь не то. А потом есть у него еще пример. Весьма такой, как бы, могучий. Это Владимир Владимирович Путин, который тоже не принимает участие в дебатах никогда. Так что здесь, с точки зрения Хабирова, все практично и логично. И Радию Фаритовичу не стоит выступать публично и экспромтом. Почему же наружной рекламы нет? В прошлую кампанию все было завешено там проработать дома и так далее, а здесь ничего нету. Ситуация кардинально поменялась. И кардинально поменялись представления Хабирова о том, как он будет избираться. Значит, если тогда надо было дорисовать примерно 20-25% для того, чтобы был вот оглушительный успех, который, в принципе, тогда и так был гарантирован Хабирову. Ну, не... Эффект новизны. Да, естественно. И тогда он, кстати, вы помните, он набрал процентов больше, чем набрал Путин в Башкирии. Это в реальности? Да, нет, это правда, да. То есть вот на первых выборах Хабиров был популярнее Путина. Ну, так, по крайней мере, было в отчетах Центризбиркома. И из Кремля очень попеняли, на самом деле, Хабиру, что так делать нельзя. Это неправильно, неприлично. Радий Фаритович, уймите свою гордыню. Сейчас он понимает, что на самом деле никакого реального подсчета не случится, а будет только итоговый протокол. Зачем суетиться и людей раздражать своими изображениями? То есть вот тут политтехнологи Хабирова четко замерили температуру по республике, и они поняли и объяснили ему, как бы это ни было неприятно, что если часто людям показывать изображение Хабирова в Башкирии, то у них появляется изжога. То есть совершенно ни к чему это делать. Зачем злить людей? Кто-то из спикеров у нас в эфире сказал, что
Тогда, в 2019 году, электоральным ядром как раз был его группа поддержки, это были все-таки жители Зауралья. Это те самые, которые вот там вот Карахалык, там Баймак, вот это вот все. На ваш взгляд, вот как сейчас на фоне первых приговоров, вот сейчас, на данный момент, в конце августа этого года, вот это все повлияет на его электоральные, так сказать, результаты? Действительно, этнический аспект в выборах 2019 года, когда Хабиров избирался впервые, был колоссальным. Башкирская часть населения республики сияла и была в восторге. То есть, наконец-то пришел человек, в их представлении, как тогда им казалось, который защитит, обнимет, исправит ошибки предыдущих правителей, и, значит, заживут они прекрасно и достойно, как того себе и желали. Но за эти 5 лет после выборов Хабирова и вообще почти за 6 лет его здесь пребывания, они отчетливо поняли, что ошиблись. И вот это один из феноменов Хабирова. Человек, он очень конфликтный, но он умудрился поругаться с собственным этносом. Вот это вот удивительно. Конечно, сейчас рейтинг в Зауралье у Хабирова там колеблется, по разным оценкам, от 5 до 7%. А как это измерялось? Есть независимые исследования, опросы и прочие вещи. Их немного, но они существуют. Вот. И, соответственно, конечно, это огромное разочарование. То есть, если одним словом описывать, там, краткой фразой, то есть, это огромное разочарование собственного народа в своем собственном соплеменнике. Вот. Так что, на Зауралье, конечно, в Зауралье вся надежда исключительно на глав и руководителей территориальных избирательных комиссий, которые впишут нужные цифры в итоговые протоколы. Там другого варианта нет. Но вы думаете, что творчество в этом году на УИКах, на уровне УИКов не будет? То есть все... Я полагаю, что технологии фальсификации шагнули далеко вперед и движутся в направлении упрощения процесса. То есть в конечном итоге этот процесс можно упростить до оглашения итогового протокола ЦИК республики. Ни к чему. Есть некие проблемы с публикацией. Впоследствии публикуются все протоколы всех УИКов, ТИКов и ЦИКа. И тут тоже, как говорится, калькулятор вам в помощь. Раскидаем, разложим, сделаем все правдоподобно. Вся проблема в том, что физически проверить результаты выборов ни в любом из УИКов, ни в ТИКе, ни в ЦИКе нет ни у кого. То есть ни одна политическая или общественная сила в Российской Федерации не получит доступа до мешков с голосованием, с бюллетенями. Так что волноваться Хабиров здесь не о чем. Потому они упрощают эту схемку. И я полагаю, что на УИКах будет немного нарушений, по крайней мере, выявленных. А кто, кстати, их будет выявлять? Постовые милиционеры, что ли? Или наблюдатели КПРФ, простите? У них стало будет сказано. Соответственно, тут проблем не будет. Так что, я имею в виду, у Хабирова проблем не будет. А уж как там люди придут, и придут ли они вообще на выборы, это, конечно, вопрос интересный. С каждым электоральным циклом расширяется практика использования электронного голосования. И сейчас можно уже проголосовать по-разному, и через госуслуги, там, и, по-моему, количество КАИБов стало больше. На ваш взгляд, эта выборная кибернетика, она как-то упрощает работу ТИКом, ЦИКом? Как-то здесь... Работу в каком смысле? Туда-сюда, да. Во-первых, у нас не будет электронного голосования в Башкирии в этом году. У нас будет 3-дневное почему-то голосование. Почему не 12-дневное, я не понял. Вот в Курской области сейчас началось сегодня досрочное голосование, оно будет длиться 12 дней. Почему бы нам так же не сделать в Башкирии? Тут можно не 143% набрать, а 243, например. Ладно. 3 дня. Электронного нет. Количество КАИБов не увеличилось в Башкирии в этом году. А вообще, кибервыборы. Есть одна страна в Прибалтике, где впервые в мировой практике выборы президента и парламента проводились только в электронном виде. Результаты спорные. Я имею в виду оценки специалистов, насколько это было достоверно, насколько это было корректно и проверяемо. То есть человечество пока еще не определилось, насколько можно выборы проводить исключительно электронным образом. Но это не касается Башкирии, тут говорить нам не о чем. Соответственно, у нас тут все будет по старинке. Может быть, хорошо. Может быть, хорошо, я говорю. Пока вообще цивилизованный мир не определился, насколько электронные выборы – это хорошо или плохо. В этом году в Башкирии решили стимулировать избирателей, пришедших на избирательные участки в дни голосования 6, 7, 8. Они смогут принять участие в розыгрыше призов в рамках акции «Рахмет».
Об этом сообщают в Уфимской мэрии. Каждый получит QR-билет, уникальный код, из которого необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Участники смогут выиграть квадроциклы, мотоцикл, водный мотоцикл, велосипед, электросамокат, бытовую технику и так далее. Но вот самое интересное, что в период избирательной кампании или референдума не допускается проведение лотереи, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования. Об этом говорит федеральный закон от 2003 года о лотереях. Статья 6.1 называется «Ограничения при проведении лотерей». Ну, по-моему, это как бы объясняет, почему они не называют вот эту ярмарку щедрости акции этой лотереей. Как бы законно ли, на самом деле, можно ли все это оспорить, и как помогает это им вообще как-то привлечь больше людей? Ну, безусловно, всякие аттракционы невиданной щедрости всегда привлекают какое-то количество людей. Но я тут оговорюсь, что, во-первых, это не лотерея. Во-вторых, она проводится не в период выборов. То есть результаты будут подведены после. Да. То есть это юридический казус, юридическая уловка. То есть никаких проблем с законом у них на самом деле нет. Это акция «Рахмат». Да. Да, понятно, да. То есть людей просто благодарят за то, что они пришли на выборы, причем не привязывая эту благодарность к какому-то их выбору, да, то есть они могут прийти и порвать бюллетень, например, да, или, не дай бог, проголосовать за какую-нибудь партию «Новые люди». И за это им все равно дадут талончик с QR-кодом. А розыгрыш потом – это попытка нагнать явку. То есть единственное беспокойство сейчас Хабирова здесь, в Башкирии, это явка. Настоящая физическая явка. Что, вам кажется, что они специально слушали, никакой же агитации не было? Нет, это не важно. Им нужна явка в рамках, которые им предписано. То есть Кремль в этот раз дал Хабирову очень скромное задание. То есть Кремль, например, устроит явка даже 35%. Извините. То есть, соответственно, вот ему как минимум 40-то нужно обеспечить. 40, а лучше 50. Может быть, даже нарисуют 70. Но вот меня уже как исследователя вот этих вот извращений интересует, как они потом будут объяснять результаты. То есть уже абсолютно точно многими десятками опросов показано, что уровень поддержки Хабирова – это примерно 25% населения. Каким образом он будет объяснять 75% там, или 72%, которые будут нарисованы в итоговом протоколе, мне вот это интересно. Хотя, конечно, их способность черное называть белым или белое черным, она уже известна. То есть они выйдут просто с каменными лицами и скажут, что, знаете, народ поддержал 78%. И все, и развернутся и уйдут. И вот вам мотоцикл. И вот вам мотоцикл, да. Но тут ведь вопрос реакции. Я абсолютно уверен, что население никак не прореагирует на то, что их вот так вот в наглую обманули. То есть, когда люди в пятерочке получают неправильную сдачу, они иногда переходят в рукопашную. То есть, их обокрали прямо на глазах. А когда их обкрадывают вот каждый электоральный цикл и не дают им возможность жить нормально, они вот почему-то не связывают это. То есть, вот какую власть выбрали, с такой будете жить. И именно так будете жить, как она вам это сможет организовать. Неужели непонятно за последние 6 лет, что Хабиров и его команда не смогли нам организовать нормальную жизнь в Башкирии? Вот удивительное свойство этого населения. Так что, как говорится, тут каждый народ достоин того правительства, которое у них есть на самом деле. Вот, кстати, наш коллега Руслан Валиев, я сошлюсь на него, он часто об этом говорит. Придет другой, допустим, не Ради Хабиров. Что-то изменится разве? В этой системе координат, как бы от смены фамилии что-то поменяется? Я могу просто здесь ответить на вот эти вот стенания по поводу, что все пропало и нечего делать. Во-первых, Руслан, тогда ложитесь в красивый немецкий гроб и умирайте раньше времени, если все пропало. Что тогда вообще? Что-то делать? Зачем бегать? Он не говорит, что все пропало. Да, зачем бегать по Берлину в красивой майке Уфа в таком случае? Просто говорит, что от смены фамилии, по-моему, здесь ничего не меняется. Он был Хамитов, стал Хабиров. Я говорю о том, что вот это упадничество и трактование реальности как безнадежности и там ничего не изменится, все пропало, это неправильно, это ненормально для человека. Человек должен надеяться на лучшее. И потом я абсолютно уверен, что существуют люди, существует человек, который способен возглавить республику и сделать жизнь в ней лучше. Существуют люди, которые знают, как это делать. Но они сейчас не имеют доступа ни к власти, ни к ресурсам, ни к тому, чтобы этим заняться. То есть я лично в это верю. Может быть, я наивный человек, может быть, я там по ошибке надеюсь на лучшее, а Руслан знает чего-то большее. По крайней мере, я так к этому отношусь. Что же, давайте дальше пойдем по повестке. Интересное приходит по
по линии наших бывших с вами героев. Тут, оказывается, на контролируемой ВСУ части Курской области попала под обстрел группа российских журналистов, в составе которых был признанный Российской Федерацией по собственному желанию Ростислав Мурзагулов. Так мы выяснили, первое, что он до сих пор еще существует, второе, то, что он посетил город Сунжи. Кстати, я напомню, что Максим Забелин родом из Сунжи, и вся его семья осталась там. Да. Максим Васильевич об этом говорил в открытом эфире, и там отправляет сейчас помощь, какие-то бронированные грузовики туда отправили для вывоза населения. То, что касается иноагента Мурзагулова, а теперь он еще и журналист, значит, он продолжает свои отчаянные попытки вписаться в вот этот пул европейских оппозиционеров из России. Он пытается доказать, что он белый и пушистый, несмотря на весь свой бэкграунд и на все то, что он делал в России, на самом деле, находясь во власти. Получается у него так себе, он идет на самые такие уже экстремальные, попытки, вот это вот там в каске, судя по всему, в Курской области, там достоверно об этом неизвестно, он где-то там в кустах. Не, там верифицировали уже. Может быть, да, может быть, я последние новости про Мурзагулова и не слышал, но это только так. Он пытается обосноваться в новой среде, пытается в ней выйти на те же уровни доходности, которые у него были, когда он работал в российской власти. То есть вот примерно так. Я только так трактую, зная Мурзагулова давно и основательно, я полагаю, что люди не меняются. Он взрослый человек, он не может стать другим человеком. Внезапно стать пламенным борцом за свободу во всем мире после того, как он много-много лет был в составе команды Хабирова и, присосавшись ко всему этому, занимался тем же самым, что занимался Хабиров. А то есть вы думаете, внутри-то он не изменился? Конечно, нет, это невозможно. Люди не меняются в таком возрасте. Нет, почему? Я вам могу пример привести. Он признанный Российской Федерации иностранный агент Аббас Галямов. Тоже раньше работал на власти, по-моему, выборами занимался. Но сейчас переехал в землю обетованную, и смотрите, как на 180 градусов развернулся. Это разные немножко ситуации. А Дмитрий Генцон? Извините, Дмитрий Генцон тихо, смирно сидит и примусы подчиняет, насколько я знаю, занимается там какими-то посты разработками. Публикует, мы все публикуем посты. Нет, Генцон неинтересно. Вот Аббас Галямов и Ростислав Мурзагулов, оба иноагенты, проклятые всем православным миром, они, при том, что они вообще были друзья, товарищи, коллеги, вообще очень хорошо общались и взаимодействовали, это очень разные люди. То есть Галямов умнее, хитрее и обоснованнее. Он уехал туда, где он сейчас живет, до вообще начала СВО, и порвал все связи с Россией намеренно и обоснованно. То есть у него были вывезены все капиталы, он спокойно туда переехал, у него все хорошо, и он остается и останется всегда там жить. А Мурзагулов бежал с горящими сзади штанами. То есть, после чего, он не очень дальновидный человек, он потерял все свои капиталы, которые были здесь, в Уфе, в Башкирии и, может быть, в Москве. Что-то ему удалось вывести, он реально нуждается в восстановлении источников. Я к тому, что, может быть, внутри-то он изменился, может быть, он на мир Внутри посмотрел... ни тот, ни другой не изменились, просто обстоятельства разные. Абсолютно. То есть, вернее, сейчас Аббас Галямов на Тукаева 46 будет заниматься ровно тем же самым? Да, особенно если его пригласят подписывать открытки снова в Кремле. Он же в администрации президента работал в отделе писем. Он и туда вернется. Он был спичрайтером Владимира Путина. Это неправда. Это неправда. Так говорит Аббас. А, кстати, напомните мне, пожалуйста, почему Мурзагулов, как вы говорите, бежал с горячими штанами? По-моему, он, по-моему, ушел сам, спокойно, добровольно. Тут стало припекать. Потому он и съехал. То есть и по футбольному клубу Уфа, и по многим-многим другим позициям. То есть ему, собственно, грозило здесь обыкновенное экономическое преследование. То есть, по факту, там, коррупции и прочих вещей. Не за политику? Нет, конечно. Нет, а какая у него здесь была политика? Он горячо поддерживал дорогого Радия Фаритовича и все решения партии и правительства. То есть, пока он находился на территории Российской Федерации. То, что он сейчас находился в Сунджи, Курской области, неконтролируемой ВСУ, это может стать основанием для следующего какого-то уголовного его преследования? Безусловно, там есть формальные признаки, там, пересечения границ, например, незаконное. Сейчас вот ФСБ возбудило несколько уголовных дел на журналистов иностранных. Да, итальянская телекомпания. Итальянские, украинские, разные там. То есть люди просто приезжали вот в эту Сунджу, что-то там снимали, 1 час и уезжали, но формально и по факту они пересекали российскую границу. Соответственно, на этот счет у нас имеется уголовная статья. То есть незаконное пересечение госграницы. То есть то же самое может постичь и Мурзагулова, но ему все равно. Потому что у него уже есть тут
одно уголовное дело и 2 или 3 уголовных дела, какая разница? А если он, как Павел Дуров, вот, допустим, прилетит, и его прямо в Шереметьево возьмут, что ему вот все вот это Ну, вменят? конечно, но он не прилетит. Вот Ростислав не Павел Дуров, и не Навальный, и не Ходорковский. То есть вы не путаете Все признаны основными да, все признаны всем, чем можно. Но квадратное с коричневым не надо путать. Ну, масштабы вы сравните. Дуров там и Мурзагулов. Ну, извините, это не смешно. Мгм. Вот, кстати, Михаил Кадиков в комментариях пишет: вы же были пионером, клялись в верности партии, так почему же вы не верите в борьбу коммунистов за регистрацию в Уфимском районе? Да, давайте поговорим об этом. Приключения коммунистов в Уфимском районе продолжаются. И несмотря на то, что все суды встали на сторону коммунистов, ТИК Уфимского района почему-то упорно не желает допускать их к выборам. Почему такое упорство? Ну, это такой... Во-первых, Уфимский район – это вам не кот начихал, да? Это важный, очень бюджетный, очень такой жирный кусок, к которому нельзя подпускать чужих. Это вот первоисточник. А в чем его ценность? Земля? Конечно, земля, естественно. Пригородная земля самая дорогая, самая прекрасная, самая вкусная и так далее. Но как себя ведет ТИК, это, конечно, действительно смешно. То есть они говорят, ну и что суд признал? А мы не признаем, а мы не дадим. Они сказали, мы письмо не получили. А мы письмо не получали, да. А у нас рабочий день закончен там и прочее. А у нас там уши болят. Ну, то есть, это смешно. Это вот иллюстрация того, насколько даже изощренные технологии Хабирова, которые были передовыми, когда он, я имею в виду выбранные технологии, когда он еще был даже здесь, при Рахимове, насколько они устарели и насколько они обнаглели. Вот это для меня иллюстрация. Ну, то есть, ну и что, они такие говорят? Им говорят, смотрите, суд решил. Они говорят, ну и что? Ну, вот такая позиция. Ну, то есть, в этой ситуации надо или расплакаться, или приглядывать какие-нибудь вокруг лежащие твердые тяжелые предметы. Ну, то есть, это тупиковая ситуация. То есть, когда люди, пытаясь действовать по закону, наталкиваются на вот это «ну и чё?». То есть, это очень чревато, это очень опасно. Глава ТИК Уфимского района, я не помню его фамилию, он вот, несмотря на принятые решения судов и так далее, вот это все упорство, он не боится потом, что после выборов ему может прилететь? Или там все защищено? Он верит в то, что его защитит там Хабиров, ЦИК и прочее. Конечно же, он созванивался с вышестоящим начальством. Когда вот это все началось, он абсолютно человек не самостоятельный. То есть, когда это началось, он стал звонить, что мне делать. Они говорят, шли их там лесом, скажи им, ну и что? ЦИК республики находится в соседнем здании. Да, ты им скажи, ну и что? Он такой, минуточку, я сейчас запишу по буквам, ну и что? Вот, граждане, наш ответ. Конечно, он надеется на то, что защитят. Будет ли такой ресурс тогда еще в руках у Хабирова, я не знаю, потому что вот поведение силовиков в отношении команды Хабирова и вот в том числе сотрудников ТИКов и ЦИКов, УИКов, оно пока не определено. А если завтра эти коммунисты, ну не завтра, а послезавтра, со всеми этими бумагами обратятся там, с требованием возбудить уголовное дело вот на этого человека по статье препятствования там, организации выборов там, или как это звучит, а если так будет? Вот прикроет Хабиров здесь в судах, в прокуратуре, там, в ФСБ, в МВД вот этого товарища? Я не уверен до конца. Вот. Потому что мы видели много примеров, когда Хабиров открещивался от своих вчерашних буквально соратников, да? Ну, то есть, он говорит, не-не-не, ничего не знаю, они преступники там. Пускай разбираются. Но смотрите, все равно, почему такое упорство? Почему членов Компартии не допускают? Мы Нуриманский район, Уфимский район, еще где-то, по-моему, в каких-то муниципалитетах до выборов местные советы не допускают. Совсем уж стерильный выбор получается на местном уровне. Но это такая концепция. Дело в том, что вот несмотря на то, что власти сейчас нам декларируют такое единство, стабильность, какую-то монолитность всего, конструкция чрезвычайно хрупкая. Вот не дай бог в нее попадает, знаете, есть такое свойство, например, у алмазов, если в структуре алмаза есть какое-то вкрапление постороннее, да, такая песчинка какая-то, он становится чрезвычайно хрупким вот по этому месту. А так он вообще твердый-твердый. И вот то же самое с российской властью. Если в нее попадают какие-то вкрапления, даже такие, как коммунисты, я никогда не питал иллюзий насчет КПРФ. Но это уже чуждая структура. И вот в этом месте эта структура начинает быть хрупкой. Я думаю, что это примерно такой подход. То есть давайте не будем пускать никого, кроме наших. А ведь до этого пускали же спокойно. Ну, было такое, но времена меняются. То есть сейчас пластичность уменьшилась. Сейчас это очень хрупкая конструкция. Это такой хрустальный дом. То есть если где-то в углу стукнуть молотком, может рухнуть до самого верхнего этажа. То есть то, что коммунистов срезали в половину в Курултае, это была только первая часть этого балета? Это была концепция, да. Надо убирать вот это все, значит, лишнее, убирать там КПРФ, ЛДПР, Трудовую Россию. Всех же сократили. То есть, и причем была четкая установка. Коммунистов сократить в половину. В Думе, в региональных парламентах, в районных советах и так далее. Ну, а дальше началось творчество на местах.
Ну, то есть мы понимаем, что есть казус исполнения, да, то есть вот некоторые неправильно поняли, кто-то решил перевыполнить план, у кого-то есть личные счеты там с местными кандидатами в муниципалитеты и так далее. То есть, ну, все развивается вот так. Мы видим, как вот сейчас Хафизов выражает озабоченность, как бы и пытается и в суды, и в надзорные органы обращается повсюду. Но, по-моему, уже поезд ушел. Все, уже неделя осталась-то, по сути. Ну, Хафизов один из тех, кого сократили вот, в составе Курултая. То есть вот он попал под эти 50% сокращения. Ну, он с женой, да. Да. И, соответственно, как бы, ну, я понимаю его разочарование в этой, значит, всей структуре. Его просто выбросили за забор, он теперь, значит, бегает там, ну, и просится обратно. Вот. Ну, таким вот экзотическим способом. А не итоги ли это соглашательской политики, когда Конечно, партия всегда во всем поддерживала? Конечно. Безусловно. То есть, когда КПРФ было в силе, и когда они могли взять власть в России, а это было такое вот во время вторых выборов Ельцина, вот тогда было страшно, на самом деле. И КПРФ, и в тот момент они вдруг решили согласиться на, так сказать, возмещение их, за отказ от их идеалов. Вот. И с тех пор пошло вот это соглашательство. И вот теперь оно привело к этому. Значит, там, значит, еле живой лидер партии все еще досиживает, значит, свой земной срок в кресле руководителя КПРФ. На местах, в общем-то, никакого внимания не придавалось инициативным и как бы талантливым людям, а сидели все вот эти вот, как его там нашего зовут, вечно... Юнир Кутлугужин? Да, Кутлугужины всякие сидели на местах там, годами, десятилетиями. Молодежь они туда не привлекали, идея, в общем-то, не распространялась. Ну, мы видим такую полуразложившуюся структуру, которая все еще претендует на что-то. Ну, и все еще им что-то дают. Вот все. Не, ну, скажем, да, действительно, они поисключали из своих рядов очень много талантливых и таких активных, ярких людей. Да, Чувилина, в пример приведем, признан внесен в реестр террористов и экстремистов. Да, а он Рахматуллин тот же самый, да. То есть, как бы Компартия выдавила из себя буквально... А им не нужны эти люди, на самом деле, были. В той концепции, которую они избрали, это слишком бы расходилось с их договорниками. Ну, то есть, на высоком уровне. То есть, если, например, там давались какие-то гарантии, мы вот там вот в этой области, в этом краю, в этой республике там не шумим, например. Договорились так, да? А тут какие-то Рахматуллины появляются, начинают шуметь. Ну, давайте их выгоним из партии, чтобы они хотя бы не ассоциировались с этой политической силой. Почему же тогда федеральные лидеры молчат? Ну, Афонин только про его озабоченность, а тот же самый Зюганов, не знаю, Ющенко, они как бы вообще игнорируют эту тему. Вот-вот. А, например, я скажу даже больше. Почему молчит кандидат в главы республики? Шайнуров. Он же тоже коммунист. Ну, и это вот все укладывается в ту концепцию, которую я излагаю. То есть договоренности на высшем уровне, там, на среднем уровне. То, что происходит внизу, решается путем исключения баламутов из партии и, так сказать, отодвигания их в сторону. Сейчас мы еще дождемся, что и Хафизова исключат из партии. Найдут какую-нибудь там причину. Угу. Так что, ну, КПРФ это неинтересно. КПРФ это все, это прошлое, это труп. Угу. Им надо искать защиту в Парижском городском суде. Да, наверное. Как поводу. Да, конечно. Между тем, в суд Уфы поступило новое дело в отношении издателей портала «Профы» Руфы Рахимовой, якобы о дискредитации российской армии. Между тем, депутат Госдумы... Так, это не то. Вот давайте кейс по поводу Рахимовой. Почему сейчас ей приписывают какую-то некую дискредитацию? Не попытка ли это надавить на издание? Или вообще, в принципе, что мы можем предположить самое страшное, даже вплоть до выдавливания ее из границы или ее посадки? Ну, я краем глаза только наблюдал за историей вокруг Пруфов и вокруг Руфы Игоревны. То, что это попытка воздействовать, на мой взгляд, очевидно. То есть... А насколько там есть какая-то фактура, я не знаю, потому да, что кстати, мы не видели все вот эти вот обвинения в дискредитации армии там, или еще чего-то, флота или каких-то иных, значит, сакральных вещей, эти вещи всегда подкрепляются, ну, там, например, там, кто-то там, нелестно выразился о действиях армии. Да, там, ну, то есть это должны быть слова, конкретные фразы какие-то. Обычно сперва предшествует какой-то донос. Ну, донос – это когда граждане обращают внимание. Я тут сидел, значит, читал пруфы и вижу какой-то ужас. Товарищи в прокуратуре, разберитесь, пожалуйста. Ну, это понятно. Это все организовывается на раз-два, там на разных уровнях. Можно заказать там депутату Государственной Думы, можно заказать там какому-нибудь рядовому гражданину. Эффект, кстати говоря, один и тот же. То есть, если все, ну, цепочка уже запущена, то есть этот донос, он всего лишь там как бы некий такой формальная причина. Возвращаясь к Руфе Горевне, я могу сказать, что если мы увидим
ну вот о чем идет речь, мы можем судить тогда о том, насколько это обоснованное обвинение, а насколько необоснованное. Но я думаю, что вот этот запоздалый, опять-таки, вот политтехнологи у Хабирова так себе, очень запоздалая попытка пригасить вот этот вот протестный источник. Ну, то есть Рауфа Рахимова, она категорически против присутствия Хабирова на посту главы республики, насколько я понимаю. Это ее позиция, это позиция ее значит, издания, и, соответственно, ну, вот с этим надо было бороться пораньше. Я имею в виду политтехнологов Хабирова. И они начали это делать там чуть ли не за неделю до выборов. Ну, это не смешно, это только придало Они сейчас... раньше или когда ее исключили из Нет, СПЧ? они... Там... Да, но это же были такие вялые попытки на месте, еще не связанные с выборами. То есть в момент, когда Рахимову исключили из СПЧ, это был момент, когда они расстались окончательно. Потому что и она питала иллюзии некоторое время, что удастся какое-то сотрудничество. И, видимо, в Белом доме башкирском тоже полагали, что можно договориться. Вот ее исключение из СПЧ, это был момент, когда они все решили, что не получилось договориться. Ну, окей. Но это не было еще пока борьбой с вот один на один там или друг с другом. Как думаете, чем закончится? Есть какой-то прогноз? Увидим фактуру, увидим, о чем идет речь, тогда и поймем. То есть, если там действительно есть какая-то, хотя бы признаки этой дискредитации, то сейчас с этим борьба идет самым категорическим образом, и тут можно словить там, ну, начиная от штрафа и заканчивая действительно уголовкой. Ну, обычно как бы показывает практика, что сразу к уголовке переходят. Ну, да, бывает и так. То есть, смотря какие цели, задачи поставлены. Да, это действительно как бы немного прискорбно. Давайте дальше пойдем по повестке. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кельсинбаев в соцсетях рассказал, что только за неделю ему прислали 49 примеров неверного перевода названия остановок на башкирский язык. Далее цитата. Из них 11 исправили, оставшиеся приведем в порядок. На некоторых не указаны адреса, скоро исправим и остальные. Конец цитаты, отметил Урал Кельсинбаев. Но неужели первый вице-премьер занимается вот этим лингвистическими казусами, что ли? Или это попытка показать жителям Зауралья, что я свой? Дело в том, что судьба Урала Кельсинбаева складывается трагично. Будучи выгнанным из управления внутренней политики администрации Хабирова, то есть за полный провал этой самой внутренней политики, Кельсинбаева пристроили сейчас в правительство. Ну, вот такой чемодан без ручки, он мыкается по правительству, у него нет полномочий, там, подшефных министерств и так далее. Вот он ищет себе чем бы заняться. Вот нашел. Ну, вообще вся эта история, на мой взгляд, не такая уж смешная. Она, на самом деле, возмутительная история. Вот я уже один раз это делал, и еще раз делаю, с вашего позволения, быстро пробежимся по этому кейсу. Некая государственная контора к празднику заказывает переоформление остановочных павильонов, создает техзадание к контракту. В техзадании прописано, какие павильоны, где, какого цвета, что должно быть написано, на каких языках. Ну, это в идеале так должно выглядеть. Потом какая-то чудесная фирма выигрывает этот контракт. Широко улыбаясь, получает огромные деньги, это стоило много, дорого, и исполняет этот контракт. Потом чиновник, заказчик приезжает, осматривает, все это фиксируется, исполнение, и подписываются акты выполненных работ. Если все правильно. И вот теперь смотрите, что мы видим в реальности. Они что, не написали по-башкирски, как должно быть написано? В техзадании вообще-то текст должен быть приведен. И на том языке, на котором нужно. Исполнителю, вот рекламной компании, которая производила эти вывески, им вообще все равно, что там написано и на каком языке. Они исполняют то, что прописано в контракте. Значит, или этого не было вообще, или ошибки были уже в техзадании. Очень бы интересно было сейчас посмотреть техзадание контракта. То есть тогда претензии уже к заказчику? Да это вообще не претензии к исполнителю. То есть вот столько ошибок никогда не бывает. Когда просто там девочка в рекламном агентстве ошиблась. Нет, там выдается... Хорошо, ошибки уже есть. Как приняли? Широко улыбаясь и думая о своем новом импортном автомобиле, который внезапно по стечению обстоятельств тоже появился одновременно с этим контрактом, так чиновник подписывал это все. То есть это 100% признак коррупции. Вот этот контракт. И то, что Кельсинбаев об этом сейчас, значит, кудахчет и бегает и заботится, это вдвойне смешно. За чей счет переделывать будут, если акты уже подписаны? Рекламное агентство, которое произвело эти вывески, скажет: идите лесом, ребята, у нас есть печать и подпись. Если это так, конечно. Мы не знаем, мы не видим документов. К сожалению, не привел пример. Да, надо посмотреть документы. Какая компания производила, значит, чья ответственность и так далее. Как прописаны вот эти вещи в контракте. Это было все? Нет. Кельсинбаев сейчас нам рассказывает, как он за наши деньги исправляет свои ошибки, ну, потому что он власть, он и есть этот самый, образно этот заказчик. Может быть, не его подпись стоит под контрактом и техзаданием, но это все его люди. Ну, образно говоря, это все единая команда.
И эти неумехи сейчас нам рассказывают, как они прекрасно исправляют свои собственные ошибки за наши с вами деньги. Это, на мой взгляд, это возмутительно. То есть Кисенбаеву, на самом деле, нужно молчать о таких вещах. И такие вещи исправляться должны в тишине, потому что это стыдно. В рабочем порядке. И в рабочем порядке, да. Потому что это стыдно, а он об этом рассказывает. То есть он показывает уровень грамотности всей этой команды. Он показывает уровень грамотности, в конце концов, его самого. Потому что, а как же так? А почему он не пресек и не остановил на корню это все? Он же власть. Он первый вице-премьер. Так что вот эта история, это вот четкая иллюстрация того, насколько некомпетентны власти в Башкирии сейчас. Давайте пойдем дальше. Пока мы с вами не виделись, внезапно новость пришла о том, что генеральный директор Салават Юлаев, это Ринат Баширов, сообщил, что Уфимский клуб, это я читаю по Форбсу, погасил кредиторскую задолженность перед командой в размере более чем 1 миллиард рублей. Цитата. «Несколько дней назад глава Башкирии Ради Хабиров подписал ряд распоряжений. У нас была кредиторская задолженность в размере свыше 1 миллиарда, которую КХЛ просил у нас погасить. Сегодня высылаем письмо в КХЛ, что у нас ее нету». Конец цитаты по Баширову. Много непонятно, бюджет ли это погасил, или какой-нибудь рекфонд, или бюджетные источники. Но то, что здесь говорится о том, что Ради Хабиров подписал ряд каких-то бумаг, указывает на то, что по ходу дела что-то околобюджетное или бюджетное. Потому что он же не может распоряжаться, например, бюджетом соды. Да ведь? Да. Или может? А кто его знает? Так вот, нет, сам факт вот этого, то, что Баширов во первых строках ссылается на вот эту трогательную заботу Хабирова о нескольких десятках долларовых миллионеров с клюшками, вот это важно. То есть, кого облагодетельствовал Хабиров перед самыми выборами? Там, сирот, безногих, многодетные семьи. Может быть, он какой-нибудь мост отремонтировал на этот 1 200 000 он отстегнул Салавату Юлаеву. Нет, он отдал миллионерам-хоккеистам эти деньги. Вот как это выглядит с точки зрения предвыборной политтехнологии? Ну, это позор какой-то. Молчали бы лучше. Вот и все. По-вашему, так везде надо молчать. Об остановках молчать. Так им надо молчать вообще о том, о чем они делают. Нет, вы понимаете, то, что они делают, это все стыдно. Обо всем, о стыдном принято молчать. Вот то, что мы видим, это стыдно. Простите, это позор. Так и к тому, что, получается, у нас это почти государственный спорт. И Салават Юлаев – это почти государственная команда. Хотя она носит статус «оно». Ну, там получается, да, комбинированное финансирование. То есть Баширов проговорился о том, что сам-то Салават Юлаев зарабатывает там то ли 500, то ли 700 миллионов в год, а им еще нужно вот 1 200 000 на то, чтобы жить так, как они привыкли. Вот тут это ключевое. Также Баширов отметил, читая Forbes, что по текущему финансированию пока новостей нету, но правительство работает над утверждением бюджетных источников. Вот это хотелось бы, вот что за формулировка? Баширов вообще молодец. Ринат прекрасно устроился. Он сидит в хоккейном клубе, занимается тем, что действительно любит. Мы с Ринатом хорошо знакомы, и я знаю, что он действительно хоккейный фанат. Он сам играл там в этой любительской лиге. Он прямо любит. Ему можно завидовать. Человек занимается любимым делом. А о его благосостоянии заботится правительство. Ну, согласитесь, это рай. Да ведь? Вы играете в хоккей или там руководите хоккейным клубом с удовольствием, причем по-настоящему. И при этом правительство трогательно заботится о вашем благополучии. Я могу только позавидовать Ринату. Правда. Интересно посмотреть было бы на бюджет клуба Уфа, футбольного клуба. Может быть, там тоже какие-то вливания прямые есть? Они были, безусловно. Вот при Мурзагулове там колоссальные деньги лились. Я помню, что Мурзагулов признан иностранным агентом своему Да, мы помним об этом. На всем пространстве православного мира. Между тем, в Башкирии остановились так и не начавшиеся общественные слушания по проекту концептуального для региона документа указа о стратегических направлениях социально-экономического развития, сообщает «Коммерсант Уфа». Оказывается, во-первых, узнаем, что есть такой документ, что, точнее, он должен был быть. Его текст даже был опубликован в официальном портале региона для обсуждения общественного, но не продержался на сайте и 2 дней. Почему же такой важный документ у нас не стали, интересно, рассматривать? Ну, или нет понимания вообще, как дальше будем жить? Я, к сожалению, не знаком с этим документом, не очень понимаю, о чем говорит «Коммерсант», и вообще общественные слушания надо прекращать, в принципе, потому что, во-первых, в них не участвует реальная общественность, а во-вторых, разве можно давать право населению обсуждать действия властей, если это население, по сути, не избирает эти власти? Это, согласитесь, абсурд. Ну, тут, допустим, это один из пунктов. Патриотическое воспитание закреплено за шеймуратовскими классами, сменами в парке «Патриот», профилактикой асоциального поведения среди молодежи.
к 2030 году доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, должна была увеличиться до 85%. То есть должна была... приказано поверить в свои силы. Приказано поверить в свои силы, да. Ну, может быть, поэтому отменили это слушание и вообще убрали текст. Может быть, они его сейчас спешно переписывают. Дело в том, что не за горами времена, когда вот этот вот патриотический угар начнет спадать. И, такая бумага будет очень не кстати. Потому что какие-нибудь оголтелые шаймуратовцы будут все еще требовать сатисфакции, там, финансирования и прочего согласно принятому документу. А уже это станет неактуально, например. Такая очень скользкая ситуация. Я думаю, что убрали этот документ и отложили на потом именно в контексте того, что многие во власти, а там есть и не глупые люди, они понимают, что долго вся эта история не продержится. И такой момент давайте за финалем. YouTube. Странное поведение YouTube в России. То он работает, то не работает. То с VPN, то без VPN. То, оказывается, провайдеры, наоборот, его ускоряют, чтобы побольше вернуть клиентов. Они же теряют деньги, то Роскомнадзор сообщает, что он запрещает провайдерам такие обходники делать, переключать на иностранные серверы. Что вообще происходит? Происходит борьба бобра с козлом. На самом деле, YouTube – это, пожалуй, единственный источник видеоконтента в России, который давал весь спектр интересующих граждан тем. То есть политический сегмент YouTube, как мы с вами уже говорили, это где-то от 5 до 7% всего. Все остальное – это котики, обучающие программы, мультики, фильмы, всякие там туристические блоги и прочее. Все то, что действительно интересует очень широкие слои населения. И попытка лишить их вот этого, при том, что этого всего нет в официальном телевизоре. Для кого-то это стал первым телевизором? Да, для многих стало. То есть 40% населения вообще телевизор не смотрят и смотрят только интернет-источники. Это, конечно, очень опасная игра. И вот то, что он то работает, то не работает, это признак того, что власти все еще экспериментируют. Потому что, есть примеры того, как YouTube можно просто выключить. Вот совсем недавно, 2 августа, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган взял и выключил Инстаграм. Да что? А в Турции, я просто расскажу, это забавная история, 2 минуты займет. В Турции Инстаграмом пользуется свыше 30 миллионов человек. Это на минуточку... напомню, что Инстаграм принадлежит компании Мета. Мета и тоже проклят, в реестр террористических организаций. Проклят на всем пространстве православного мира. Так вот, в Турции Инстаграм – это главенствующая социальная сеть. Через нее там люди общаются, делают бизнес, там прочее. И он взял его и выключил, вот просто рубильником. Утром встали 2 августа, а он не работает. Чуть-чуть дело не дошло до протестов. Вот еще чуть-чуть. Через неделю он его включил обратно. Там была такая сугубо политическая причина для этого отключения. Но вот вам пример того, как попытались лишить людей очень важного сегмента информации. Не знаю, насколько это получится в России вот так сделать, но я вижу, что они пытаются. Они режут кошку с хвоста и по чуть-чуть. И смотрят, когда она проснется и заорет. Пока кошка не орет. И пока, видимо, только шерсть еще отрезали. Может быть, и один позвонок. Посмотрим. На ваш взгляд, будет ли какая-то угроза, там, допустим, WhatsApp? Потому что тоже периодически говорят, что надо бы там подкрутить что-то, чтобы замедлить. Угроза WhatsApp существует по всему миру. Например, в Великобритании запрещен протокол конечного шифрования. И WhatsApp попадает под эту технологию, и его, в принципе, он должен быть запрещен в Британии. Вообще, власти дошли до такого странного абсурда, что их пугает любой способ распространения информации. То есть кончится тем, что они будут отстреливать почтовых голубей. Я допускаю все, что угодно. То есть, чтобы тоже отдали ключи шифрования, получается? Да, чтобы голуби отдали ключи шифрования. Да. Не могу не задать такой вопрос. Может быть, вы слышали о истории журналиста Гаделя Ишмуратова из Абзелиловского района? Вы знакомы с ней? Якобы кто-то от его имени создал фейковый телеграм-канал с его фамилией, и в этом канале было сообщено, что ему, якобы этому Ишмуратову, поступают угрозы жизни и здоровью. На самом деле, позже он сообщил нам, что это фейковый канал, на самом деле ничего такого нет, он не критиковал Радия Хабирова, и, в общем, ничего такого не было, канал фейковый. Что-то странное. А у него там было видео с критикой или тексты? Якобы была какая-то критика Радия Хабирова. Она выглядела как текст или как видео? Не могу сказать точно. Честно, не могу это сказать. обычная история, когда тут может быть 2 варианта. Либо это действительно все кто-то придумал и запустил какой-то фейк, либо он все-таки критиковал Хабирова, а потом почему-то передумал. Может быть, его убедили в этом.
уважаемые люди района и так далее. То есть здесь я правда не очень в курсе. Я просто напомню нашей аудитории, что в нашу редакцию «Аспектов» поступило письмо якобы от имени Ишмуратова, в котором он попросил сообщить об угрозах в его адрес, появившихся после того, как он завел свой ТГ-канал с критикой Радия Хабирова. В качестве доказательства были приведены скриншоты угроз, полученные им по мессенджеру, и фото похоронного венка, который ему якобы подбросили под дверь. Ну, если бы он это сделал в видеоформате, мы бы были уверены, что это он действительно это к вам обратился. А то есть пришло электронное письмо, ну, извините. Сам господин Шмуратов вышел на связь с «Аспектами» и сообщил, что после разговора с ним все и прояснилось, что информация об угрозах в его адрес не соответствует действительности, никакого канала он не имеет. Ну, все, тогда все понятно. Всё Ну, понятно. что конкретно? Да, ну, чушь это все. Ну, поскольку вы так хорошо знаете перипетии Инстаграма в Турции, я так понимаю, что мы получили ответ на то, где вы были 2 месяца. Ну, почти полностью. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы вернулись. Благодарю вас. Всего доброго. Было хорошо.